Ветером, да? Салон. Let to you underpass. Let to do. Yeah, sure. Let халишем, да? Это что, вопросы видит, да? А вы же прямой эфир, Да, ла картинг будет, скажем, темноватый хедион. темноватый. Командос. Вы хангамуду. Векшл, да. Безла. Безла, хангаму. Да. Ломанс. Ломанс такой. Ты улей реалия. Кикина щедок что-то еще да, да. Ты улей реалия. Ты вещи ты. Сейчас мы настроим. Настройки что? Собор делаешь, вежри, ежи. Вин сдигем, хажал, скажем, ты гол лотицу. Край. Назор, в принципе, мы говорим, что. Только часто включают лишь. Оу! Гучуя киясу. Дальний дух, балик шокиет. Балик шокиет. А ишь ты чего? Так. Собор делаешь. Только чат включают туда. Я хайни газ трубки. Сорят. Звук и качество, дикий бог. Дикий звук, вежри. Что я здесь? Так, Суноча Хаялу Реридон, чтобы я тоже видел вопросы по ходу. Вот вишли Шворцева. Один телефон у нас сейчас хватит, собор делать. Просто следить, чтобы вопросы, когда ты отвечаешь, я могу следить, когда ты отвечаешь, я отвечаю, ты можешь следить. Ну, можно. Один из нас будет... Это у нас на YouTube идет? На YouTube, да. Так, смотри. Nizam. Nizam, да. Задние пишите вам. Nizam того. Я их чан. Наверное, еще лучше светит. Объем. Только духу вежри бувай гулбел. И что он ушки такого. Это она, вежи, гонда, алеч пошла, да, уже. Это он тем местный анзор. От записи, запись там, да, мула. Салос. Это хакариан анзор. Запись, это чуйло решен то она ошмок. Ялгол августа, операция джихад, галчувай, он чуба, она ерси хатаршкар, да, она. Гал хацаярзин, ши давулчак, хаярзин. Деду. Отсденца, дистол шоушкат, видео запись катчин, то она анзор сам ашуйло реш. Отсюда شو خاطر شدرق الواقع اشتر прямой эфир يقي انزل زي لقى primo эфир هو حنقا لم نشكهدو خزمتيجو تاك انت ابيتسالنا دعيولي هو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخ شو قچوا امتياز جيرسون وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يجري Раскомата, на русском языке. Джамбула, ты начни, наверное. Посмотри пока вопросы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы с Анзором решили провести прямой эфир в связи с очередной годовщиной взятия Грозного, проведения операции «Джихад» по возврату столицы Чеченской Республики Ичкерия, города Джахар, или как его мы знаем под именем город Грозный. И сегодня мы с Анзором записали отдельное видео по этой знаменательной дате. Скоро это видео выйдет, в общем, в соцсетях она будет доступна. И мы сегодня также решили, что, наверное, будет интересно нашим соотечественникам задать нам некоторые вопросы по данной теме. И решили выйти в прямой эфир. Ждем ваших вопросов. Коротко можно, Анзор, дать опять обзор по данному мероприятию. Да, по данному мероприятию. Да, это тоже можно.
Да, вот сначала 6 августа, день, когда мы одержали победу. Это день победы вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. В тот день, 6 августа 1996 года, мы вошли в город Грозный и блокировали российские войска, этих оккупантов и фашистов, и заставили их капитулировать. А потом уже российским войскам пришлось покинуть Чеченскую Республику Ичкерия. Были такие соглашения, что российские войска покинут Республику Ичкерия 31 декабря 1996 года. Вот, в основном про этот день многие знают. Я просто хочу подчеркнуть, что это день позора России и российской армии. Хотят они этого или не хотят, но мы одержали победу. Вот. И это была уникальная операция, проведенная нашими силами, малочисленными силами, без какого-либо крупного вооружения. Без чьей-либо помощи. Да, без чьей-либо помощи, ни информационной, ни вооруженной. Мы входили туда, ты, Джамбулат, помнишь, Да. в руках были только автоматы Калашникова, подствольные гранатометы, да, если у кого-то он был, Да. и, Противотанковые гранаты. и гранатометы РПГ там, и так далее. В общем, не было таких тяжелых вооружений. И мы одержали победу. Это наш день, и с этим днем я поздравляю всех вас, наши братья и сестры. Присоединяюсь к поздравлениям. Иншаллах, наступит еще день, когда мы одержим победу, когда мы деоккупируем нашу землю. И это будет победа над путинской армией, а также их Их прихвостнее. пехотинцами. Да. Никак не могу высказать правильно. Да. В общем, Анзор, продолжай. да, ты продолжай. Смотри, хотел бы отметить одну важную деталь. Российские неудачники, генералы говорили, что политическое руководство Да, России отняло у них победу. Не дали Они время. 2 года там буксовали в Чечне, говоря простым языком. Добуксовали, что сожгли дисциплине и хотят обвинить политическое руководство в том, что им не дали довершить что-то. У них там все сгорело, в принципе. И мы все понимаем, что никогда политическое руководство не пойдет на уступки, если военный выполняет свою поставленную задачу должным образом. Политическое руководство пошло на уступки, потому что военное руководство, офицеры не оказались в состоянии, ни армия не оказались в состоянии решить поставленные боевые задачи. Чеченцы просто игрались с этими войсками, будучи в меньшинстве, как кошка с мышкой. Поигрывали и играючи выиграли эту первую войну. Это была замечательная победа, достигнутая минимальными средствами, сделан был максимальный эффект. Вот чем примечательна эта дата. Минимальными средствами максимальный эффект. Наша борьба, наша война против этих русских оккупантов. И я сейчас добавлю, сегодня идет война в Украине. Война против тех же русских оккупантов, фашистов, террористов, этих живодеров. И наша позиция такова, что мы рады каждой победе украинских войск в этой войне. И еще скажу, что сегодня чеченские воины, разные батальоны, 2 батальона, это один батальон имени шейха Мансура, нашего национального героя, а также батальон имени первого президента Джохара Дудаева. И они воюют с 2014 года, когда российская армада вторглась на территорию Украины. И мы, чеченцы, будем стоять до конца с вами, украинцы, будем оказывать любую, всю возможную помощь, и победа будет, общая победа, иншаллах. Анзор, я хотел бы, чтобы ты в прямом эфире опять, может быть, потому что наша с тобой запись, которая сделана, она еще не вышла, может быть, сейчас в прямом эфире еще раз обозначить
то, чем тебе симпатизирует позиция нашего батальона добровольческого в Украине, это, мне кажется, было бы сейчас полезно, что эти люди не призывают дополнительно наших чеченских ребят в Украину. В Украине достаточно своих украинских мужчин, достойных сынов своего народа, готовы защитить Украину. Наше участие в этой войне, наше добровольческих батальонов, оно несколько иного характера. И оно важно, оно, тем не менее, очень важно. Вот обозначить эту тему. Да, мы были в Украине и скоро собираемся еще поехать туда. Мы будем проводить работу, все то, что есть в наших руках, и будем делать. Вот, и мы познакомились с теми воинами, которые сегодня воюют против этих оккупантов. Вот, и мне, как ты сказал, Джамбулат, понравилась позиция тех наших воинов, которые говорят, что тут достаточно людей. Они никого не призывают, они никого не зовут воевать. Знаете, наш народ прошел 2 войны. Мы потеряли самых лучших из нас, самых лучших. Воевали, погибли. В этой войне были убиты также наши лидеры, многие известные командиры. И кроме этого, какие-то провокаторы, недалекие люди, бросили наших сыновей в пекло сирийской войны. И там убито более 1000, по моим подсчетам, расчетам. Это 2-3 тысячи погибших. Погибших, да? И находятся в плену. Ну, да, то, что я знаю, что более 1000, да. Потому что в одной сражении при Кабани, там где-то 800 наших соотечественников погибло. Какие-то люди бросили этих молодых парней. Не обращай внимания, да. Это люди, которые нужны нам. Нужны были сегодня, тем более завтра. Вот. И наши призывы такие, что мы призываем нашу молодежь не идти за такими людьми, которые громко говорят и много говорят, вот, что мы должны воевать там и здесь и так далее. Я не хочу, чтобы кто-то кидал нашу молодежь в какое-то пекло, очередное пекло. Мы, наоборот, призываем нашу молодежь к терпению, чтобы они не прислушивались к таким провокаторам, чтобы наша молодежь училась, развивалась, потому что нам нужны специалисты, когда мы вернемся домой, когда наша земля будет деоккупирована, и эта молодежь будет строить нашу республику. Анзор, тут вопросы идут. Смотри, вот вопрос этот стоит отвечать. Который? Что вы думаете о недавно сформированной Закаевым Ичкерийской гвардии ОБОН в Украине? Ну, я понял, о чем ты, мы поняли. Да. Чем что-то новое создавать, нужно было бы объединить тех людей, которые там есть уже. Не надо создавать дополнительные отряды, батальоны. Я прекрасно знаю, почему это происходит, я просто прямо скажу. Ради продвижения себя. Вот так я скажу. Такую оценку дам. Я недоволен таким подходом. Моя личная позиция, мое личное мнение. Было бы хорошо, если бы объединили бы, провели бы какую-то работу для объединения тех чеченцев, которые там уже находятся. Это было бы намного полезнее, это было бы намного лучше. И вот это касается также позиции Муслима Чеберлоевского и других наших братьев, которые там находятся. Они как раз таки и работают над этим, над объединением. Это моя позиция. Что Анзор, ты скажешь? Я дополню, что эти батальоны добровольческие находятся в Украине с 2014 года, и многократно они просили политической поддержки со стороны тех людей, которые сегодня заявили, что они являются верховными главнокомандующими. 8 лет им нужна была какая-то реальная поддержка и помощь. То есть, в смысле, она реально чем, что они обозначили бы, что это есть
чеченские отряды, которые действуют от имени, скажем, чеченского народа или правительства, хотя мы сегодня знаем, это сложный вопрос, мы не будем его затрагивать, но они обратились и к тем, и к третьим, и к вторым, и к четвертым, и, я не знаю, ко всем они обращались. Именно от тех людей, которые сегодня объявили о создании, сперва это был Чеченская гвардия называлась, потом он начал называться СОБУР, потом это какой-то отряд чеченский, но разные названия. Мы против фарса, мы против профанации, мы против вранья нашим соотечественникам. Мы за то, чтобы... Анзор. Да. Мы за то, чтобы... Мы знаем, что все, кто сегодня воюет на территории Украины, могут воевать только будучи в подчинении военного руководства этой страны. И создавать какие-то армии, иностранные армии на своей территории украинское государство не позволит. И те наши соотечественники, которые заявляют, что мы создали там свою армию, это просто обманывание своих соотечественников и старание на этом выиграть какие-то политические дивиденды себе. То есть вот мы против подобных подходов. Я лично против подобных подходов. Вот что мы можем сказать. Да, тут еще вопрос. Ассаламу алейкум. Так, ва алейкум салам. Артур пишет. Анзор, ты выкладываешь видео Аслана Масхадова, где он говорит про единство. Почему у вас нет единства с Закаевым? Ведь у нас общий враг. А почему тот же Закаев или кто-либо другой не делает то, что говорил Аслан Масхадов? Почему нету этого единства? Почему я сейчас должен сидеть, говорить об этом, отвечать на такой вопрос? Почему его не было в течение 20 лет? Задая этот вопрос Закаеву, задая этот вопрос любому другому человеку, который должен был раньше этим заниматься и раньше это делать, а не доводить все это до сегодняшнего состояния. Я со многими вещами не согласен, я обязательно озвучу свою позицию. Я обязательно скажу многое, что надо сказать, на что имею право. Знаете, летают тут дроны. Вот, знаете, я не верю, что те люди, которые сегодня называют себя легитимными, сделают что-либо для единства. Это им не выгодно, потому что это те люди, которые не могут сесть и даже попить вместе чай. Согласен. Наша организация «Бортмаршо» в переводе на русский «Единство, свобода», потому что единство – это условие достижения свободы. Только при единстве наших усилий мы можем освободить нашу территорию от оккупантов. Эта организация 5 лет трудилась, чтобы просто усадить за стол переговоров, так скажем, даже без предварительных условий. Ни один раз не пришли к нам. Вот. Мы ходили к тому же Закаеву, ни один раз сколько у нас этих призывов, это сможете там на нашем YouTube-канале, на моем YouTube-канале, на канале Ассамблеи, Бортмаршо, это все видео есть. Ни разу этот человек не пришел, если он действительно желает единства, почему к нему, не то чтобы мы как бы организация, даже отдельно взятый человек, чеченец, гражданин имеет право сказать, призвать, любой чеченец имеет право призвать, и он должен, если он действительно хочет единства, он должен был прийти. Мы ходили, куда бы нас ни позвали, и мы в предыдущие годы, когда от нас требовалась какая-то помощь, не ради кого-то там лично, а ради нашего народа, мы помогали то, что в наших руках. И Анзор помогал, насколько я знаю, и я помогал в силу своих каких-то способностей. Но когда мы сегодня сказали, что нам трудно работать в ситуации, когда у вас несколько правительств, и когда мы помогаем одному из правительств, нас обвиняют, называя его именем в сотрудничестве, там, как будто это преступление, это для нас все равны, да? А в том, когда мы помогаем другому так называемому правительству, первое нас обвиняет, или там третье, вот эту ситуацию, чтобы разрешить, нами было предложено сесть за стол переговоров без предварительных условий, потому что всякие предварительные условия, они опять вызывали шквал вот этих споров, непоняток, чтобы этого не было. Просто давайте сядем, поговорим, как сказал Анзор, выпьем чай, но даже на это
Из-за амбиций только, вот я считаю, не хватило сил. И мы сегодня озвучивали в предыдущем видео, которое записывали, что у нас сегодня два бича. Это амбициозность старых лидеров, и это отсутствие гражданского сознания у чеченского обывателя, у большинства, который позволяет от своего имени вести вот это какую-то политику фарса. А фарс — это, как мы уже отмечали, что история сегодня опять у нас появился исторический шанс, когда чеченская тема опять на слуху у всех в связи с войной с Украиной, когда политика путинского режима, политика Кремля стала очевидна всему миру, у нас появился исторический шанс. И в этой ситуации то, что 5 лет мы предрекали, о чем мы беспокоились, вот наша организация Бартмашо, сегодня мы с этим столкнулись. Сегодня у нас несколько разных правительств, так называемых, назначает несколько представителей в Украине. И украинцы просто в шоке от происходящего. Тех людей, которые поставлены там. Да, вот чего мы опасались. Сегодня мы должны были выступить единым фронтом. И кто тогда в этой ситуации против единства? У нас нет проблем с этим. Вот, надо спрашивать тех, у кого есть эти проблемы. Тут спрашивают насчет съезда. Мы к этому идем маленькими шагами, не торопимся, учитываем все, в первую очередь учитываем мнение наших людей, нашего общества. Вот почему мы медленно идем к этому. Мы обязательно его проведем, скоро проведем, и как мы уже много раз повторялись, я скажу, что это единственное, то, что может нам помочь объединить наши силы, объединить сторонников независимости чеченского государства. Анзор, ну ничего другого человечество не придумало за много тысяч лет своего существования, когда создается проблема. У этой проблемы всегда есть хозяин, так скажем. Если это проблема семьи, это проблема семьи. Если это проблема села, это проблема села. Если это проблема всей нации, это проблема всей нации. Наше будущее, наше национальное, то есть будущее нашей чеченской нации, это проблема всей нации. Сегодня, мне кажется, вот те, кто призывает, ну давайте, почему именно с Закаем мы должны примириться? Почему именно с ним? Он избранный лидер народа? Вопрос у меня. Он является избранным лидером народа? Нет, не является. К нему власть перешла по наследству, там, его передали там, какой-то по закону, по конституции, какие-то статьи выявили, что он является преемником ичкерийской власти. Нет. Вот этот фарс, вот история повторяется однажды в виде событий, повторяется в виде фарса. Вот этот фарс, который сегодня повторяю, которым мы, очевидцы которого мы являемся, мы не приемлем этот фарс. Мы не приемлем самозваные правительства. Сегодня мы уже открыто будем это заявлять, правильно? Должны. Мы не должны позволять кому-либо, будь мне, тебе или другому, любому человеку, обманывать наш народ. Вот. Если мы позволим, вот тогда это непростительно нам. В общем, тут один спрашивает: салам алейкум, Муса Ахмадов. Так, ва алейкум ассалам, Муса. Муса Ахмадова я знаю. И вопрос... Ну, это если он. Если он, да. Ты тоже не доверяй этому, там легко написать, там выступать. Не, я не того Мусу Ахмадова считаю, имею. Я другого Мусу тоже знаю. Я знаю. И знаю, какой у него будет вопрос. Анзор, а ты где был за эти 20 лет? Я был здесь, я никогда не общался с Кадыровым, не братался с ними. Вот. Стою на своей позиции, и никто меня не сдвинет с этой позиции. А то, что чем я занимался, я не должен тебе на это отвечать. Я все то, что делал и делаю ради Аллаха и ради нашего народа. Анзор, да и какая разница, где ты был 20 лет? А где он был 20 лет? А где другие были 20 лет? Сегодня у нас есть проблема, и мы стараемся эту проблему. Мы предлагаем конкретный путь решения. Я уже как-то начал. Человечество за многие тысячи лет своего существования другого метода не придумало. Вот есть проблема, которая касается всей нации, и должен быть национальный съезд. Все, точка. Вопрос закрыт. Другого нету. Если кто-то считает, что есть другое, пускай предложит. Другого нет. Тема съезда предложена, кстати. И сегодня те, кто старается там запустить какую-то антиволну против этого съезда, это бесполезное занятие. Все, тема заявлена давно.
и съезд будет проведен, иншаллах, и вопрос наш будет решен. Мы с готовым решением будем уже предпринимать шаги по деоккупации. Всякие рода действия, которые направлены, чтобы ввести в заблуждение чеченских обывателей, вся вот эта показуха с какими-то там переговорами государственными. Нет никаких государственных переговоров. Украинская служба безопасности прямо заявила о том, что все это фарс. Да. Это мы сегодня прямо заявляем, потому что нам сказали, что мы можем прямо так об этом заявить. Мы тоже люди. Сегодня у нас нет ни правительств, но мы даже можем иметь какие-то контакты. Да? Вот мы были в Украине, мы можем иметь контакты с этим государством, потому что там есть наши добровольцы. У них тоже есть эти контакты. И сегодня заявлять, что вот создается миф, который призван просто ввести в заблуждение обывателей, что только мы можем вести политику от имени чеченского народа. Но этот чеченский народ поручал вам это или нет? Доверяет вам в этом или нет? Вот в чем вопрос. Пускай народ на съезде скажет об этом. Вот именно. И вот сейчас я тебе вопрос задам. Да. Подожди, я его пока потерял, но я его найду. Ну, в общем, там было, я сейчас не могу найти. Кто тебя выбирал? Меня никто не выбирал, и я себя не позиционирую премьер-министром, кабинетом министров или президентом, главным верховным каким-то командующим. Помнишь, как там было? Я себя не позиционирую. Я один из чеченского народа. Я недостаточно, что я Сулейманов, Джамбулат. И Анзор, наверное, это достаточно, что он Анзор Масадов. Мы сегодня имеем право высказать наше мнение, его высказываем. Да тролли зашли. Тролли, тех, о ком мы говорим. Как без них? Ну, так. Так. В общем, сейчас мы... А кто уполномачивал тех, кто сегодня самозванно объявляет единственным легитимным представителем чеченского народа? И я хочу призвать, кстати, вот воспользоваться этим моментом, сегодня депутаты парламента чеченского, у них сегодня есть возможность занять гражданскую позицию, чтобы прекратить вот этот фарс верховного главнокомандующего. Есть такая же возможность у Ахьяда Идиго, есть такая же возможность, потому что он все-таки, это его президиум, это правительство, не само правительство. Он старался хотя бы соблюсти в меру возможностей в рамки законодательства, основного закона нашей страны, Конституции. У него сегодня есть пространство для разворота, для маневра, обозначить ситуацию, как она должна быть, не говорить того, чего нет. Мы призываем этих людей, мы призываем наших блогеров посодействовать тому, чтобы вот эта ситуация, она, чтобы явная ложь была обнаружена, и для этого нужно говорить о правде. Если мы сегодня столько лет из-за чеченского этикета, из-за исламского правила маслаата, если мы придерживались каких-то правил, вещей, мы сегодня видим, насколько далеко зашла вот эта ложь, это ложь своему же народу. Да. Поэтому мы сегодня призываем всех тех, кто столкнулся с этим. Да. Тут тоже важный момент, я скажу, почему важный. Русланов, зря вы начали распри, не к месту и не время. Сейчас вот эти провокаторы, о ком мы сейчас говорим, это провокаторы, которые обманывают народ. Вот. Они начали такую тему, что якобы мы сейчас делим наши силы, наших сторонников. Вот. Это они разделили наше общество, и мы делаем все возможное, чтобы сплотить это общество. То есть это их ошибки, это их упущения. Вот. Анзор, вот смотри, кто начинает распри? Распри начались сегодня. Мы не старались эти распри преодолеть. Вот вопросы у нас тоже встречные. Русланов, я знаю, кто это Руслан Русланов. Ну, он тут пишет, что он... Да, но я его знаю, просто я знаю этого человека, и он другого вопроса задать не мог. Это одни и те же тролли, Анзор, которые сидят, они создают, видимо, что вот такое мнение. Да, конечно, в чеченском народе много разных мнений, но этих людей-то я знаю, и Мусу Амадова я знаю, который в Париже живет, и этого Руслана я знаю. Поэтому это все старание затереть актуальную тему какими-то там
Это просто троллинг. Да, троллинг. Вообще абсолютно не надо обращать на этих внимание на провокаторов, на этих троллей. Делаем свою работу, Да. и мы знаем, что делать. Мы об этом говорим. Съезд, вопреки всему, будет проведен, иншаллах. Анзор, давай прямо. У нас, в принципе, с съездом все авторитетные люди чеченского народа, это люди и военные, это люди и религиозного образования, это и авторитетные люди. Они все согласны. И они все согласны насчет личности, вокруг которого сегодня вот этот весь ажиотаж создается. Но есть непонимание обывателя чеченского. Среднестатистический человек, он занимается чем? Он работает, кормит свою семью. И ему, естественно, хочется, чтобы все чудесным образом, без всяких вот этих споров, без всяких вот этих неприятных слуху каких-то разговоров, чтобы это все решилось. Но так не бывает просто. Так не бывает. Каждый из этих людей, который работает, сегодня он платит, вы, те, которые задаете вопросы, которые призываете к единству, вы платите налоги в какое-то вот свое государство. Нет, мы живем в других государствах европейских, мы платим налоги здесь. И эти государства как-то обеспечат нас какими-то социальными правами. А чтобы этот был маслахат, что вы внесли лично? У меня вопрос. Что вы внесли лично? То есть деньги вы, закат вы не платите, да. На какие-то мероприятия вы не выходите. Сидя с дивана, все видится по-другому. Давайте, если кто-то призывает к маслахату, пускай он лично выйдет и постарается сделать этот маслахат. Мы готовы явиться в любую точку здесь, в Европе, и ради этого маслахата мы открыты в своих позициях, готовы заявить, даже те, кто нас оболгали и оклеветали, мы даже готовы в любое место явиться и заявить о нашей позиции. Вот ты выйди и постарайся сделать этот маслахат. Посмотрим, что у тебя получится. Если получится, мы будем только рады за этого человека, за этого любого чеченца. Ну просто сидя говорить, не делайте распри, делайте маслахат. Где это? Мы на это потратили годы. И сегодня не та ситуация, не та обстановка в мире. Мы на самом деле и так опоздали с этим съездом. Он должен был быть проведен очень давно. Но сейчас проведем. Мы видим, как эти люди, если их людьми даже можно назвать, пытаются там препятствовать этому проведению съезда, даже препятствовать этому единству. Я знаю, уверен, что им это невыгодно. Им невыгодно единство. Невыгодно. Если бы им выгодно было бы, они давно бы объединились бы, и все было бы хорошо. Сейчас они, наоборот, препятствуют этому. Там что-то говорят, слухи распускают, какие-то мероприятия сейчас хотят провести и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас все это Пускай говорить. проводят, что ходят. Они люди вольные, мы люди вольные. Весь их фарс, мы давно уже знаем этих людей, их манеры, пускай проводят. Вала, да надоело уже. И нах аехбайт ищать, нах аехбель нах гутангушбу. Ну, я имею в виду, что я вижу тех людей, которые обмануты этим пустозвонством тех людей. Вот. Позавчера, в общем, встречаю абсолютно незнакомого человека, чеченец. Ну, поздоровался, подошел, разговариваем. И он начинает говорить, ну, я, конечно, сейчас имени называть не буду. Ну, в общем, он говорит, что другого выхода нету, что он единственный, или другой человек единственный. Так он говорит, называя имена. Я ему говорю, слушай, ну зачем так говорить? Зачем оскорблять наш народ? У нас что, мало достойных людей в нашем народе? Вот тут находятся братья, очень хорошие братья, искренние братья. Почему? Вот достойные братья стоят вокруг нас. Мало, арибайн, не надо оскорблять наш народ. والله طبعا صعبال تخواتنا نشوف يعني он قدام قوتشوما بينا قوتش بيرما بو طانا هو ариенс, он айдал хилца дизель, принципиальная позиция. Наша принципиальная позиция, скажу на русском, что не должно быть никакого правительства изгнания. Зачем изгнание правительства? Для чего? Что оно, какую задачу оно будет выполнять? У нас должно быть не правительство изгнания, у нас должно быть представительство чеченского народа, правильно? Мы должны отстаивать наше
суверенное право на независимое государство, правильно? И это, основа этого государства оккупирована лежит не в какой-то группе людей, тем более самозваных, оно лежит в тех основах, которые были заложены при построении этого государства. Это тот закон, это, скажем, наш пропускной билет, наше доказательство, что наше государство было реально построено, и оно было незаконно оккупировано внешней силой. Мы должны добиваться этого. Если сегодня люди не могут переступить через свои амбиции, эти люди не стараются ради народа. Значит, остается только съезд. Если народ, скажем, будет те же депутаты, вот интересный вопрос, вот депутаты, да, скажем, сегодня не депутаты создают вот эту ситуацию, они, в принципе, себя ведут адекватно. Но прийти на тот же съезд, мы знаем, нам сказали, не придем. Мы просили, мы просили, говорили, ради да. Аллаха придите. Вот вы говорите нам, почему мы не хотим маслата. Мы хотим маслата как раз таки. Мы обращались даже вот уже по какому кругу, по 100-му кругу, вот после того, как у нас прошла пресс-конференция в Страсбурге, мы ходили и обращались вновь к депутатам. Наверное, сейчас нас слушают депутаты, до которых мы нас не пустили. Мы остановились на одном из депутатов. Он сказал, что он передаст, но мы не знаем, мы верим человеку, когда он говорит, что он передает. И сейчас вот есть возможность, что они нас слышат. Если вы депутаты, вы избирались на 4 года, правильно? Но в связи с войной ваши полномочия не продлеваются. Насколько не продлеваются? На период войны было отвечено. Война закончилась вторая, или у нас идут боевые действия, закончилась, правильно? И не бывает бесконечных мандатов. И как раз таки вы сами должны были быть заинтересованы, чтобы на этом съезде ваши мандаты были продлены. Потому что вы нам нужны как депутаты. Вы когда-то были народным избранником, когда-то народ вам доверил свою судьбу. Давайте подтвердите свои мандаты и действуйте дальше на благо чеченского народа. Почему вы не хотите прийти на этот съезд? Или вы боитесь, что вам не продлят мандаты? В чем проблема? Вот вопрос такой создается. В чем проблема для тех правительств, что они не хотят прийти на этот съезд? Вот где нужно искать преодоление разногласий. Если власть не ради народа, не от народа, тогда что вы преследуете? Тоже вопрос. Пускай вот те, кто нам советует, как поступать, пускай ответят они на эти вопросы. Те, кто дает какие-то советы, находясь где-то под чужими именами, мы можем отойти в сторону, например, да, и станьте вместе нас и делайте эту работу. Мы будем вашими помощниками. Анзор, я не вижу вопросов. Если там что-то интересное есть, то ты сам смотри. Я тут смотрю. Да. В общем, такая ситуация. У нас перед съездом будет еще несколько мероприятий. Мы пока подготовили заявление на 3 сентября. Пока мы еще подумаем, запускать его, нет, Анзор. Давай так договоримся. Что? То заявление, которое мы записали, да, потому что если у нас есть еще товарищи, с которым нужно согласовать. Хорошо, подождем. Да, помимо этого у нас есть несколько мероприятий, которые призваны объяснить, опять-таки, чеченскому обывателю, почему этот съезд проводится. Вот. Мы и сейчас занимаемся этим, хотя сам наш выпуск, он-то был связан с 6 августа, с событием 6 августа. Раз задают такие вопросы, немножко мы отошли от темы. Да. Это важно, это сегодня насущная проблема. Тут один пишет, уже много раз мне это самое писал. Знаешь, я не хотел отвечать на этот вопрос, но просто зачитаю и скажу почему. А сейчас положение с оружием лучше, чем в чеченскую войну. Есть дефицит чего-то. Я не знаю, о чем ты. И вопрос неправильно сформулирован. И поэтому еще, тем более, нет тут вообще определения такого названия «Чеченская война». Есть русско-чеченская война, есть или российско-чеченская война. Нету чеченской войны, и ее не было такой. Анзор, тема Украины, она именно сегодня тема Украины помогла вновь вывести чеченскую тему во внимание мировой общественности. И
в связи с этим, да, принеси ремень, в связи с этим я сегодня хотел бы наши украинские друзья поблагодарить. Да, 2 лет. Давай, Анзор, поблагодарим наших украинских друзей в связи с, и пожелаем победы и удачи. Но у нас там есть наши добровольческие батальоны, пожелаем им удачи. Нужно помогать этим батальонам. Конечно, да. И сегодня вести вот какие-то манипуляции вокруг этой темы. Там есть очень много наших соотечественников, которые воюют на стороне Украины в разных военных подразделениях украинской армии, ВСУ, да, в частях ВСУ. Их очень много. У нас сегодня есть, и я отмечу, те ребята, вот Хусейн и Зумсо, да, вот эти же ребята, они наши чеченские бойцы, они наши братья во всем, да. Но сегодня они, наверное, из лучших побуждений оказались инструментом манипуляции нечистоплотных людей, так скажем. Они, да, сам расчет правильный, что должно быть единство политической составляющей и военной составляющей. Но, почему не учитываются военные, которые там находятся с 2014 года? Поэтому вся эта ситуация, ее мы сейчас вот так не объясним вот в таком прямом эфире. Мы сделаем то мероприятие, о котором мы говорили, иншаллах, и там все это будет разъяснено. Но и сами, я знаю, представители батальонов, сами руководители батальонов, наверное, выступят и объяснят свое отношение к данной позиции. Я знаю, что какое негодование, какой протест, какое возмущение вызвало вот это все заявление. Но это не по причине того, что в этом виноваты вот вышеназванные наши братья, которые также делают честь нашему народу, воюя на стороне Украины против российских оккупантов. Назову опять же того же Хусейна и этого Зумсо Хаджи Мурада назову. Да, Алш Болевой, эту более. А все это со временем выяснится. Ситуация, она такая, политическая ситуация все время изменяется. Все когда-то станет на свои места, и при обнаружении правды ложь улетучивается. Вот что хотел бы сказать по этому поводу. И, Анзор, давай тогда, сегодня, вот ремень. У нас есть отдельное видео записано, но и в этом прямом эфире мы его покажем. Вот это наш национальный символ, герб Чеченской Республики Ичкерия. Этот ремень мне поручили наши братья подарить Анзору Масхадову в знак уважения и к деятельности, которую сегодня он выполняет. Анзор и я, и наши другие братья сегодня ездят по странам и по городам, готовим людей к съезду, готовим людей к объединению, иншаллах. И вот этот подарок, знак уважения к работе, которую выполняет наш брат Анзор, и вообще лично к нему и к его павшему шахидам отцу. Аллах рейсвил, очень приятно, спасибо, благодарю. И я еще раз отмечу, как и в тот раз, пускай это будет дубль, но ничего страшного. Такое чеченское пожелание насчет ремня, который завязывают 15 лет, чеченские юноши. Тебе, наверное, столько же, наверное, чуть больше, 16-17, может. 27. 27, да, ну не. И носят его до 63-летнего возраста. Только тогда ты можешь его развязать. Как ты мог сказать? Ты меньше сказал, да? Да, 60, до 63. Завязываешь его завтра же утром. Хазламазяц, бисмилдах кандон. И не развязываешь до 63 лет. Вот я стещаться. А у меня вообще желание доехать домой, вернуться домой и отшлепать этого ушлепка. Вот. Ну, такая возможность тоже у тебя есть. Ремень наличие. Ремнем. Да, ремень наличие. Согреть. Уже, да. В общем. Вот. Ну там кандидатов много будет. И да, да, ну мы там посмотрим, кто сколько. Там Делимранов, там Даудов, и ты тоже там, и Кадыров. В общем, с ремнем придем. Ремень есть, но. С огнем, мечом, да? У кого-то рогатки есть, у нас ремень есть. У Ислама Белокиева рогатка есть, а у меня ремень есть. В общем, с гербом. Аллах саду, Аллах рейсу. Узия дел Анзор.
Я найду достойное применение этому ремню. Так, в общем, да, сейчас к завершению, и это были не шутки, я серьезно говорил. Allah razı olsun qobal döl ve busal vecri yicri dabul bu razı olsun. Dukku on khoy khilakh ve tana bushun daimna khira bushun ve arqama turqal qamdu ve tana masara bahna шлило дешду вайн хорн тяхду аршадега. Смешно. Да. Ну и на русском скажу, никто не приносит свободу на блюдечке. Каждый должен стараться сделать все возможное для нашей общей цели. Неужели мы можем вот так это все простить им, закрыть глаза на все, что сегодня происходит? Поэтому любыми путями можно и нужно делать все возможное для достижения вот этих целей, общих целей. И нет тут ничего личного, Джамбулата или там моего, или там другого человека. Это все наше общее. Анзор, тут вопросы идут. Ну, много вопросов, я не знаю, все про Ваху Омарова спрашивают. Тут вопрос есть такой, хочешь, отвечай. Шингибах, Джамбулат Анзор, скажите, ну, что вы скажете про Ваху Омарова? Это раз вопрос. Другой, сразу Маситолон. Ну, что тут скажешь, Адашева, да. Ну, Вах, Воузервайн, Иштвойс, это Хумаца, у меня с ним не было там дружбы, отношений там или бизнеса какого-то, чтобы я говорил про Ваху. Так я его знаю, что он брат Доки. Хайярзин саваш асэдэр Вах хохчу айнз метк бэлчигэр Вах сун штат логгэр дик өзэдэ сон тошгин вэвшу цун ваш док өзэр сон дик ваш вэвш луканер дэл волиз док она вол бах каду куна дун тоши дик вэвшу доки тоши дон так звах экзамен дэрс метк бэлчигэр إمارات كوكا زيوهنا على أسيخات كورن سد عدي تري دون عيون بار عشان بوات أحسن يوان رسي سيوان على إشتاع أمي الآل دي دون سيق دقنا خيطة خيطريزة أستعني متع عيل داتشنا إمارات كوكا زيوهنا على إمارات كوكا إيديولوجين سوريزة تسخلت سن دعال أوسم لاتو شوية أعمد شين بريبيسة ودو إذا سن إيديولوجيسكي دعال أملاك بدوني أتسمني إيديولوجيا قيتم باتر إبوع دقنا بين شارع أقر حالة سعسوة لأيه اللون أسواق هم أولش طلع دون صار هم بيلقوا دقش أديز وبوصل بنادو دون أسئلة جدون يوهو صغيرنا وقت تحنوا عبالوك أنتي وشمال بتصير دوزو دينا سانديش يلشتك دون دو عنسا ويشتوان سهو دينا دايم تصير خسينا وصلي سيفيجي شبال ديال دوغلزة يشتخليو يقمت كونا إمارات كوكازيو هنا أسبيع دات صنصوت يعني خبر حبقر أرداش صدقنا خيتش دينا يبقدو تقدو إزدون أسميش عيال إزدون ويش تواخي يوم دات صندوق جوات وشك يخير ويش وات ساستنبول عجنوت وشي دون شمس اللي بتوكايو في كوشنا تعوش إذا طويل ثاني واخي أنت عملوش تعوش كاتبه كتسولتي أو يخن واخ ويش وات ووز إيش يوش مو زع بروبلمات بالقوة نوخشي قوم وجا وين ووز يوم كليلو إيش يوش نطلع ده مقعد يتساعدوا انظر حق عواش متحيرن دلوقتي انظر باس حسين ديك بلع بشو إذا يازين قزعت سام ديروق وي باخ إذا ونوشي قوم سيد أشتجي وخرج قالوا نيول عنا أول يقول يأخذ استقبال بو ده أتو بول قطع خات ترجسون وقاسيت سحلوش دونا ونخ سيباستي تشكر صدوسون انظر بس حويست لا بقى حكر ديسن حتى سأقول فحاجي دون حلو سين سكردوم خلاص سوحاجون بعد سوحاجون وقت شق دول شادرون صدق كوخه хош сейнеш мобу ابويا вообще боится ну подписчик بودي بام ومسيره بروش حاجه يجري ده
Doktor bu. مش بوتشر ذات. صح خالد صح عجب كنسي. Что анзор те, которые вышли. Дальше делать свои дела на этот. А кто Халид? صون تعمل غالد. هذا ويتي تا خالد. ليش أصلا قلت سقط. Не знаю, он кому-то, наверное, что обращается. В общем так. انظر خاي الله ينسى حبيبي اشبوه كي حقيقات تشددات ساجي دات Давайте здесь остановим. Мы вообще-то хотели поговорить про 6 августа, про День Победы. Но тут пришли, и некоторые люди хотели узнать наше мнение. Мы это сказали, мы скажем еще больше. И, как я сказал, мы не позволим больше манипулировать сознанием чеченского народа, общества. Да. Иншаллах. Не позволим, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этого не происходило. Нашей гражданской позиции говорит из нах арбол без мы не против этого, да. Мы не против этого, но не такими действиями, которые мы видим сегодня. Аяхуаш мабуна. Аяхуаш мабу. И сейчас я еще раз повторюсь, легко сидеть кому-то в Европе и призывать молодежь куда-то на войну. انظر حاجة قصة عمالي تاعنا يتصون حطهم مكشرق نزويسمست واش متاحيهم دير قصة شل خلاح وما داثر تاعنا يشتون غدوش نعم بوك تون حم حياتي مكشرق نزويس حمو حيو حريات независимость. Сегодня я часто мы слышим, кто бы нам не привез это, как бы, ну, не подкинул, так скажем, жаргонным языком, независимость, мы от любого возьмем, это очень... Мягко говоря, это очень глупо. Кому-то нафиг не нужна. Да. Кому нафиг это не нужна, он не подкинет эту независимость. Это раз. Ну, вообще никто, знаете, что за нас никто ничего не сделает. Эта независимость, ее наши, вот, онхи, они задобывали ее, и они не ждали манны небесной, что кто-то им принесет. Они просто вышли на площади сначала, заявили свою позицию, а когда пришли с войсками, они отдербанили эти войска и выкинули Чечни. Они своими руками делали свою независимость. Вы сегодня, сидя в Европе, если ждете, что вам кто-то ее принесет, вы глубоко ошибаетесь. Мы сами должны ее себе добыть. Для этого нам нужно собраться, провести съезд и решить, готовы мы жертвовать ради этого или нет. Не готовы, тогда не думайте о независимости. Вот так, может быть, чуть грубо. А то потом можем пожалеть. Да. Что когда-то не провели там какое-то мероприятие или что-то не сделали, мы можем потом пожалеть. Вот эти все высказывания, Анзора, что вы что-то надоели ваш разговор, что-то делать. А что делать вы хотите? Что это? Мы кого-то хотим удивить, чеченца удивить войной, что ли? Или удивить способностью воевать? Или способностью там что-то, какое-то другое? Мы чеченцы, нас ничем не удивишь. Масоу это, масага долга, хунар дюнел, собардон. Мы сегодня расслабились. Это европейская жизнь, многих сегодня расслабила. И... Давай все, завершаем. Еще раз завершаем. Аллах рейсхуль масана. Иншаллах, мы уверены, что такой день придет. Мы все вернемся, и победа будет, она будет обязательно. И мы обязательно, иншаллах, вернемся домой. Аллах рейсхуль масана. Аминь. Работайте, да. وداخلهم بالقونخي يلغوش август да сагазат обл дойл ах цель ويقوم история сила ляхил шусурил шо إن شاء الله اسندل ده دون كست جيت وكشتل ديش دقدون خالش ومت تسمو دير داتشن يعطيها بيت السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm sure you want to stop.